Когда проходит духовная весна? Обязательно ли держать пост и кем был святой Киприан? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Духовная весна. Так православная церковь называет время Великого Поста. Он длится 40 дней и заканчивается 1 мая празднованием Пасхи. Продолжается Великий пост, Великая Четыредесятница, который собой предваряет праздник в праздник, Пасху Христову. И мы готовимся к этому празднику, очищаем свою душу и тело постом, воздержанием, покаянием, с тем, чтобы радость пасхального праздника глубоко отпечатлелась в нашей душе. На вопрос, что такое Великий пост, сегодня можно ответить, лишь заглянув в историю. Сегодня много разговоров вообще, что такое пост, зачем он нужен. Если вспомнить библейскую историю первых людей, которые Господь поселил в раю, и они ни в чем не нуждались, ни в одежде, ни в пище. Но в центре рая Господь посадил дерево познания добра и зла и дал строгую заповедь: не есть плода с этого дерева, иначе смертью помрете. Для чего нужно было это дерево? Для того, чтобы, наверное, испытать человека, испытать, насколько он готов слушать Бога, насколько он готов уподобиться Богу. Прежде чем окончательно сформироваться в том виде, каким пост является сегодня, праздник прошел несколько долгих столетий. Он развивался вместе со становлением и развитием самой церкви. Великий пост – это период или отрезок особого воздержания христиан. Господь сам, воплотившийся Господь наш Иисус Христос, сам постился, известно, 40 дней, 40 ночей. Тот пост, его пост был вообще не вкушение ничего и не питье ничего. Мы известно, что апостолы постились. Постились перед тем, как какого-то человека рукоположить в сан священника. Человек этот постился, и постились апостолы, которого рукополагали. Известно, что люди постились перед какими-то событиями, а также просто в честь Господа постились. Великий пост в разных поместных православных церквях был разной продолжительности, но в среднем где-то так и выходило, около 40 дней. Где-то было больше, где-то было меньше, где-то всего неделю постились перед Пасхой, где-то даже один день постились, где-то постились 40 часов перед Пасхой. И вот Первый Вселенский собор постановил, что должно быть единообразие, и установили 1/10 часть года, эти 40 дней посвящения Господу. Великий пост – это самый длительный из всех православных постов. Пройти весь путь до Пасхи и не поддаться искушению и излишествам неподготовленному человеку довольно сложно. Для этого необходимо четко осознавать, что такое пост. Ведь это не только ограничение в еде. Главным является самоконтроль и победа над грехом, недостатками и страстями. Пост – это воздержание. Воздержание, конечно, самое главное от плохих вещей. В первую очередь, ментальных каких-то вещей, то есть интеллектуальных, да, осуждения, гордости, тщеславия, и уныния, и печали, да и сребролюбия и так далее. Но все-таки сам по себе пост – это не воздержание от плохого. Это делание хорошего. В общем, как и вся христианская жизнь. У апостола любви Иоанна Богослова, если его перефразировать словами преподобного Юстина Поповича, есть такое выражение. Он христиан в своих посланиях называет «чадца Божие», «деточки Божие», «чады возлюбленные», «сыны и дочери Божии». Но вместе с тем пишет: «Если ты не делаешь злого, но при этом не делаешь хорошего, ты сын дьявола. Если ты не ненавидишь, но при этом не любишь, ты сын дьявола». То есть христианин – это активная позиция по жизни, активное доброделание. Так вот, в пост оно усиливается. В том числе этому активному доброделанию помогает воздержание. Не только от плохих вещей, но и от нейтральной вещи – это пища. Апостол Павел говорит: пища сама по себе как таковая нас не удаляет от Бога и не приближает к Богу. Мы учимся воздерживаться в пище. Мы учимся воздерживаться в хорошие вещи. Хорошие вещи – супружеские отношения. И если человек научится воздерживаться от нейтральной вещи, от хорошей вещи, когда подойдет ситуация, когда нужно воздерживаться от плохой, у него уже будет привычка удержать себя. И через это он избавится от совершения греходелом.
На время поста верующие должны полностью отказаться от так называемой скоромной пищи, а также от всех вредных привычек и сосредоточиться на помощи ближнему и духовному самосовершенствованию, и прежде всего от своей гордыни. Гордыня на небе не нужна. Она там уже была и была свергнута, как молния. И на небо может попасть только человек, свободный от гордыни. А для того, чтобы от него освободиться, от этой гордыни, надо научиться послушанию. И пост – это здесь первая ступень, наверное. А послушание – это всегда было христианской добродетелью. Даже вот, насколько я знаю, воинов, особо горячих, отправляли учиться послушанию в монастыри. Потому что послушание во время битвы может не только спасти жизнь самому воину, но и спасти от разгрома всю армию. И поэтому послушание это является очень важной добродетелью. Церковь учит как раз духовному послушанию через пост и молитву. Нужно полностью изменить свою жизнь. И относиться по-другому к жизни нужно. То есть не только ограничить себя в еде, но и в развлечениях себя ограничить. То есть как-то думать по-другому. То есть ни в коем случае не спиртные напитки и все это исключить из своего рациона, как говорится. Вот. Ну, молиться, просить у Господа, чтобы отпустил все грехи. В духовном смысле суть Великого Поста – это обновление и очищение собственной души путем старательного покаяния во всех своих грехах. Покаяние – это состояние души православного христианина, всегдашнее. И христианин православный не может пробуждать у себя покаяние только лишь, скажем, перед исповедью или во время исповеди. Как говорил священномученик Сергий Мечев, если ты каешься только от исповеди к исповеди, ты никогда не каешься. Но это же одновременно является для нас очень непосильной задачей. Потому что, на самом деле, без помощи Божией, без личных наших усилий, не прекращающих усилий в течение всей жизни, нам так и не понять смысл и спасительную силу и радость покаяния. Без покаяния человек не сможет и измениться. Если человек не болен, он не нуждается в враче. Так и человек, когда не ощущает собственных грехов, ему Бог не нужен, потому что он пребывает в неком таком самодовольстве, хроническом самодовольстве, которое в Евангелии описывается в образе молитвы одновременно фарисея и мытаря. И самодовольство – бич наш, самодовольство, самооправдание, самолюбование, любовь к себе. И вот Великим постом мы должны разучиться любить себя и научиться любить Бога и ближнего своего. Но для этого, чтобы нам научиться разлюбить себя, нам нужно увидеть последствия того, всех наших мыслей, чувств, намерений, поступков, деяний, которые мы творим постоянно, совершаем постоянно, в чем мы живем. И последствия эти и в нашей собственной жизни, в жизни окружающих людей. И, в конце концов, сам ведь Господь. Мы в Великую Пятницу смотрим, как Господь на кресте страдает за наши грехи. Эти язвы на Его руках и рана в боку, она в ребрах, она нанесена в том числе и нашими грехами. Верующие в дни поста должны справляться со всеми эмоциями и желаниями, воздерживаться от всякого зла и гнева, быть милосердными и смиренными. Многие беды сегодня у нас происходят. Почему? Потому что мы вообще не привыкли ни к посту, ни к молитве. Сегодня воспитание детей в основном возложено на маму. И мы все выросли под лозунгом «все лучшее детям». И большинство мам, они как бы даже не допускают мысли, что надо своего ребенка в чем-то ограничивать. Но ограничение необходимо человеку. Но ограничение необходимо для того, чтобы научить человека управлять собой. Ограничения и в еде, ограничения и в поступках, ограничения даже в помыслах. И мы знаем, все великие люди, они все постились. И Сергий Радонежский, и царские дети, последние, об этом сейчас много говорят, все постились. А современные дети к посту относятся легковесно. И родители, главное, к этому относятся тоже легковесно. Они еще маленькие. Вырастая в таких условиях, ребенок, он часто всего становится эгоистом. Мне. Он не привык ни в чем ограничивать себя. И когда вырастает взрослым, его тут ждут такие страсти, как наркомания, пьянство, блуд. И человек оказывается незащищенным, неспособным бороться с этими страстями и легкой добычей. Поэтому, наверное, послушание – это первые плоды поста. И наиболее важные, наверное, плоды поста. Великий пост – это время, когда меню строго ограничено. Согласно многовековым правилам, есть дни полного отказа от любой пищи, дни ограниченного сухоедения и дни, когда можно употреблять вареные блюда и рыбу.
Великим постом уставы церкви благословляют воздерживаться православным христианам от вкушения мясной пищи, молочной пищи, яиц и рыбы, кроме праздников Благовещения и входа в Господень в Иерусалим. В Лазарю субботу благословляется вкушение рыбной икры. Все другие... Почему это происходит? Это происходит потому, что воздерживая такой сытной и бодрящей пищи, мы готовим, как сказал бы медики, физиологическую основу духовных подвигов. Потому что если бы мы так... Человек, когда питается такой пищей сытной, то он, конечно, приходит в состояние некое такое, как бы, бодрое, очень активное, иногда даже, можно, буйное. Как говорят в народе, жиру бесится. Поэтому, когда, конечно, когда мы воздерживаемся от пищи, более того, когда есть воздержание даже первой седмицы, кто имеет такие силы себя брать, воздержание даже и от вообще любой пищи, только лишь воду вкушает первые, там, скажем, 5 дней, или хотя бы 3 дня, то, конечно, мы приходим в такое строение, некое такое смиренное, телесное. Нам уже не так плоть наша буянит, не так мы активны, и вот это помогает нам сосредоточиться больше на нашем внутреннем устроении, на духовной жизни, на жизни нашего сердца. Пост рекомендуют даже светские врачи, отмечая благотворное воздействие на организм временного отказа от животных белков и жиров. Пост, я считаю, что это очень правильно и очень полезно для человеческого организма, потому что в этот период исключаются продукты животного происхождения. Ведь получается, мы еще из анатомии помним, что животные белки – это аминокислоты и соли мочевой кислоты. И любители, которые едят очень много мяса, мясную продукцию, то это ведет вообще к таким проблемам, как к мочекаменным болезням, к подагре. Растительные белки – это белки, которые очень хорошо усваиваются, которые содержат еще и помимо белков, аминокислот, это еще и комплекс витаминов и минералов, и поэтому они легче и хорошо усваиваются. Растительные белки усваиваются на 50%. Животные белки, они усваиваются человеческим организмом только на 30%. Богатые растительными белками – это прежде всего продукция соя, это бобовые, это нут, это чечевица, это маш, это горох, орехи, грибы. Однако смысл поста совсем не в том, чтобы похудеть или телесно подлечиться. Святитель Феофан Затворник называет пост курсом спасительного врачевания душ, баней для отмытия всего ветхого, невзрачного, грязноватого. Всегда предписывается тем, кто никогда не постился и кто первый раз пытается поститься, никаких резких движений не делать. Ни в коем случае не использовать сразу какие-то практики полного воздержания, что-то монашеское, что предписано, да, хлеб, вода и так далее. Это кончается либо 21-й больницей городской, либо Базилеевкой, сумасшедшим домом. Это совершенно серьезно. Перепоститься очень плохо, потому что когда человек выходит из поста, потом кончается тем, что ему вообще ничего церковного не надо. Либо впадает уж в такое обжорство, либо впадает в такие грехи, что чрезмерное воздержание оно вредно. Подвижники говорили, телесное воздержание не всегда полезно, а духовное всегда полезно. А как вы думаете, всем нужно держать пост? Я считаю, что это все связано лично со своим характером, в первую очередь, веру. Но я, например, вот не держу, потому что больной. А так пост – это вещь полезная. Я это полностью одобряю. Но я его частично придерживаюсь. В первую очередь, я считаю, это дух. А потом уже, наверное, что мы съели. Наш владыка митрополит Никон всегда подчеркивает в проповедях перед постом. Обязательно для тех, кому необходимо, выполнять все предписания врачей. Если необходимо у человека болезнь желудочно-кишечного тракта, ему необходимо пить кефир. Значит, он его должен пить в пост. Это будет его послушание в пост, его упражнение в добре. Но для этого надо взять благословение.
у священника. Чтобы это, как владыка говорит, это было не в осуждение нам нарушение поста, а в благословение. Это выбор каждого. Заставлять никого нельзя. То есть человек держит пост, если он хочет духовно очиститься. Но если у него какие-то заболевания, ни в коем случае нельзя держать пост. Но к посту нужно подходить разумно. Нельзя браться за то, что нам не по силам. Неопытные в посте должны приступать к нему постепенно и благоразумно. Конечно, монахи постятся постоянно. И здесь монаха и мирского можно сравнить с профессиональным спортсменом и с любителем, который по утрам бегает, чтобы ему плохо не было. Конечно, спортсмен постоянно сильно напрягается. Как апостол Павел пишет, что все подвижники, или по-нашему говоря, спортсмены, от всего воздерживаются. Лишнего не кушают, и кушают то, что нужно. И известно, что и от половых отношений воздерживаются перед соревнованиями и так далее. Мы не все профессиональные спортсмены, мы так не можем. Поэтому премудро церковь установила периоды воздержания, когда мы усиливаем какие-то наши подвиги, усилия наши для продвижения в Царство Небесное, и периоды какого-то относительного спокойствия. Вот Великий пост для нашего воспитания. Я считаю, что всегда надо вести себя хорошо, мирно, в первую очередь. Сами понимаете, мир и любовь нас продлевает, поменьше злобы, зависти. Особенно сейчас вот зависть у нас у многих, жадность. В молитвах говорится: «Поститесь постом приятным». Это означает, что нужно придерживаться такого поста, который будет духовно приятен. Нужно соизмерять свои силы и не поститься излишне усердно или, наоборот, совсем не строго. Это тренировка духа, воли. Одна из составляющих – это пищевые какие-то ограничения. Как традиционно сложилось у нас длинные, но частичные такие посты, не полное воздержание от пищи, а отказ от определенных наиболее вкусных питательных блюд. Ну а самое главное – пост внутренний. То есть тренировка в добродетелях, избегание, понятно, греха избегать надо всегда, но есть особое время, когда мы можем как-то собраться и сделать это время каким-то в этом плане особенным. Пост установлен для всех, и монахов, и мирян. Он не является повинностью или наказанием. Его следует понимать как спасительное средство, своего рода лечение и лекарство для каждой человеческой души. В сказках мы очень часто встречаем такие слова. «Был ли у царя 3 сына. Первый умный был детина, сын второй так и сяк, третий вовсе был дурак». А когда выясняешь, чем отличается умный от дурака, умный живет своим умом, а дурак – отцовским. Сказал отец, дурак выполнил. Пошел поле стеречь, как в коньке-горбунке поймал коня волшебного, который конька-горбунка подарил этому дураку, и именно дурак во всех сказках женится на принцессе, полцарства в придачу получает. А дурак он только потому, что не своим умом живет, опять же, а отцовским. Это первая заповедь блаженства. Блаженные нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. То есть не своим умом жить, а так, как заповедовал Отец и Отец Небесный. Во время Великого Поста каждому из нас следует определить свои телесные и духовные возможности и возложить на себя посильное телесное воздержание, обращая внимание на очищение своей души. 21 марта из Ташкентской епархии в Башкортостан прибыли иконы с частицами мощей священномученика Киприана, мученицы Иустины и ковчег с частицей мощей святого Луки Крымского. Встреча святынь состоялась в Уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы. Священномученик Киприан был колдуном, причем, если можно так сказать, высокого посвящения. Он непосредственно общался с дьяволом, у него был дар от дьявола, он и по воде ходил, и эпидемии наводил, и, так сказать, своим волшебством деньги зарабатывал, и людей привораживал. И в одном из городов, где он, так сказать, работал, была девушка-христианка Иустина, которая постилась, Богу молилась,
целомудрие свое соблюдала, в том смысле, что не вела беспорядочную половую жизнь. И в нее влюбился один из юношей-язычников. Но поскольку она христианка и не может выйти замуж за язычника, она ему отказала. А он пошел к этому самому Киприану и попросил, чтобы тот его девушку приворожил. Киприан подослал к ней бесов, которые были у него в услужении, данные ему дьяволом. А те не смогли ничего с ней сделать. Как они ее не искушали, как они на нее не восставали, она ограждала себя крестным знаменем, и Богу молилась, и постилась. Умный человек Киприан оказался. Так насколько же, говорит, сильнее тот, кто распят был на этом кресте. Он раскаялся в своей жизни, в своих нехороших делах и покаялся перед всем народом. Книги свои волшебные сжег. А тогда нужно понимать, что книга – это было целое состояние. Город на нее можно было купить. Он пришел креститься, а епископ ему не поверил. Он подумал, что Киприан шутит зло. И тогда Киприан при всех все свои книги сжег, покаялся. И за 1 год все церковные степени прошел. От чтеца, певца, диакона, священника и стал епископом. Вместе с Иустиной они проповедовали христианство. И в связи с его прошлым Господь ему дал особенный дар – помогать людям, которые подверглись колдовскому воздействию. Нужно, кстати, напомнить, что такое воздействие на христиан действует, если они христиане номинальные, если они не ведут духовную жизнь. А для христианина духовная жизнь – это минимум, это критический минимум. 1 раз в 3 воскресенья почищаться, через 2 на 3. Святитель Лука Крымский – это потрясающий человек с потрясающей жизнью. При всем том, что он был епископом, он умудрился в советское время, в сталинское время, будучи в ссылке, получить сталинскую премию за свой труд «Гнойная хирургия». До сих пор изучает гнойную хирургию по его трудам. Уникальный человек был. Так вот, он был в ссылке. Когда началась Великая Отечественная война, насколько у человека любовью был наполнен. Он писал Сталину прошение: прошу отправить меня на фронт, чтобы я мог служить своим искусством вот для исцеления солдат. А потом готов вернуться и дальше свою ссылку отбывать. У него смертность упала среди солдат 8 или 10 раз. Великий дар исцеления, чудотворения. Ни один фильм про него снят. И вы знаете, вот сейчас в Крыму сейчас до сих пор юноша живет, который, значит, всю жизнь готовился к карьере пианиста с детских лет, и несчастным случаем ему пальцы отрубило. Он молился святителю Луке, который в Крыму почивает его мощь. У него палец вырос. Кто когда слышал, чтобы у человека была регенерация органов? Это живой человек, который сам сейчас о себе свидетельствует, со всеми документами и так далее. Поэтому, конечно, святитель Лука – великий святой, натерпевшийся за Христа, получивший великий дар чудотворения. С 28 марта по 10 апреля иконы с частицами мощей будут находиться в Богородско-Уфимском храме. Затем святыня отправится в города Белорецк и Стерлитамак. Перед нами сегодня мощь таких святых в помощь нам, чтобы мы пришли в храм. Видите, недаром церковное священноначалие устраивает это, чтобы это был Великий пост, чтобы человек пришел в храм и задумался не только о своих мирских проблемах, о своих болезнях, которые пока, к сожалению, пока мы еще не воскресли, нас сопровождают, а о каких-то проблемах житейских, связанных с отношениями с ближними, и, соответственно, часто бывает с колдовством, но и еще, чтобы человек попал на великопостное богослужение, может быть, услышал проповедь священника и, наконец-то, стал христианином не только по имени, а по делами и по жизни. В начале марта состоялось открытие православного военно-патриотического клуба «Пересвет», который будет входить в систему православного военно-патриотического объединения «Александр Невский». У нас есть Александр Невский, есть Даниил Московский. Сейчас возобновляет занятия клуб «Пересвет». Находится он по адресу улицы Мира, 12, подростковый клуб «Гренада». Вот. Вести занятия будет наш выпускник клуба «Александр Невский» Владимир Литвяк. На церемонии открытия присутствовал член Президиума Республиканского совета ветеранов войны и военной службы, полковник в отставке Жорж Стамбулиди и председатель военного комиссариата Валерий Котельников. После торжественной части курсанты православного военно-патриотического клуба «Александр Невский» продемонстрировали свои владения приемами боевого самбо.
Приглашаем мальчиков и девочек в православный военно-патриотический клуб «Пересвет». Возраст это 7-15 лет. Занятия проводятся по боевому самбо. Также изучаемые дисциплины – это стрельба, строевая подготовка, сотная подготовка, акробатика, гимнастика. Занятия бесплатные, занятия каждый день с 6 и до 9.